Всем здравствуйте! Давайте разберемся, чем же так уникальны эти батончики. Ну, самое первое. Смотрим на состав. Вначале написано концентрат сывороточного белка. В чем здесь преимущество? У сывороточного белка есть 10 незаменимых аминокислот. У нас аминокислоты есть разные, их всего 22. Есть незаменимые, есть заменимые. Заменимые, значит, организм его может изготовить сам, даже если ты будешь сидеть на хлебе и воде, ты все равно их получишь. А вот незаменимые, если они не поступают через рот, ничем их организм восполнить не может. Так вот, в сыворотке есть 10 незаменимых аминокислот. Это уже очень-очень хорошо. Далее, в составе белка, правило ПП, это должно быть белка много, жира мало. Вот тогда это ППшный продукт. Ну давайте я вам так скажу. Курица, белка 18, жира 20, это ППшный продукт? Нет. А если грудка, белка 20, жира 3, вот это уже ППшный продукт. Что у нас в батончике? Белка 14, а жира 6. ПП, да. Такое количество белка, сейчас вот знаете, я вам специально принесла. 4 крупных яйца. Вот здесь вот такое же количество белка, как в этом батончике. Что удобнее есть на перекус? 4 яйца или такой батончик? Ну, конечно. Так, в чем следующее преимущество? Здесь очень малое количество углеводов, всего 5. Углеводы в нашем организме превращаются в глюкозу, а глюкоза – это чистый сахар. Когда глюкозы поступает много, это для наших сосудов плохо. Вот обычно люди едят на перекус фрукты. Фрукты любят все. Сладко, вкусно, все считают, что это очень-очень полезно. Но здесь вопрос, конечно, в порции, сколько мы этого съедим. Вот смотрите, вот манго, вот другой продукт. Люди такое съедят полностью? Ну, конечно. Что произойдет? Здесь такое количество глюкозы, которое нам повысит уровень сахара крови. А это значит, мы портим наши сосуды. У нас есть внутренние эндотелии сосудов, которые повреждаются большим количеством углеводов. Вот представьте, что каток залили свеженький, ровный лед. Потом в субботу-воскресенье все катаются, и что становится со льдом? Он становится с зазубринками. Вот то же самое происходит с сосудами, когда мы едим такое большое количество углеводов. Здесь углеводов на батончик всего 5. Даже если вы съедите 2 таких батончика, вы никогда не повысите уровень сахара крови. Это классно. Здесь громадное количество клетчатки, просто громадное, как не бывает. На этот батончик 40 грамм, 9 грамм клетчатки. Ну, для сравнения, в большом-большом яблоке на 100 грамм, предположим, будет клетчатки около 2. В любых фруктах клетчатки больше, чем 2 не бывает. А здесь батончик 40 грамм, 9 грамм клетчатки. Причем эта клетчатка не простая, а золотая. Она растворимая. Откуда она здесь взялась? Из продукта, который называется арабиногалактан. Оттуда эта клетчатка. Она растворимая. Что делает эта клетчатка, я попозже расскажу, когда буду рассказывать об арабиногалактане. Так, здесь есть стевия, это природный подсластитель, поэтому лучше уже просто ничего не может быть. Он действительно очень-очень сладкий и нравится абсолютно всем. Такие знаки качества, как халяль, кашер и СО. Ну, это классно у такого продукта. Здесь находится гидролизат коллагена. Когда мы слышим слово коллаген, у нас что сразу же, что мы будем лучше выглядеть, что мы помолодеем, да, ну, такие у ассоциаций и у женщин, конечно. Здесь находится гидролизированный коллаген. Что это такое? Это значит усвояемость от него, чем у обычного коллагена, намного выше. Коллаген воздействует на наши хрящи, суставы, связки. А это значит, в послеоперационный период съешь такой батончик и оздоровился. У тебя болят суставы, съел батончик, и у тебя перестали болеть суставы. Вот что это значит. Это не просто десерт, это здоровье. Арабиногалактан – это вещество с очень высокой биологической активностью. И именно в арабиногалактане находится растворимая клетчатка. Что это такое? Вот клетчатка у нас бывает 2 видов – растворимая и нерастворимая. Кстати, именно растворимая клетчатка, у нее есть такая особенность, она снижает вес, только она. В овощах, например, находится нерастворимая клетчатка. Там она нужна нам? Да, но от нее мы не стройнеем. А от растворимой клетчатки, которая находится вот здесь, стройнеем. Сейчас вам еще расскажу о продуктах, где есть растворимая клетчатка, и мы их не едим. Ну, это обычно мякоть фруктов и ягод. Ну, мы с вами говорили, что там много фруктозы. Есть растворимая клетчатка в сое. Ее кто-то ест, но очень малое количество людей. Есть она во все. Кто у нас ест овес? Я не говорю сейчас про геркулес, я не говорю про овсяно-блины, про овес. Там много растворимой клетчатки, но ведь ее никто не ест, и она находится в свекле. Ну, тоже не тот продукт, который мы едим. Поэтому растворимую клетчатку мы из обычной еды почти не получаем. А здесь она в очень большом количестве. Итак, что это будет? Нормализация веса.
Арабиногалактан – это вещество, которое повышает наш обмен веществ, и это великолепный иммуномодулятор. Его добывают из древесины сибирской лиственницы. У арабиногалактана есть еще одно прекрасное свойство – свойство пребиотика. Что это такое? Это вещества, которые не всасываются у нас в организме и выводятся с утренним калом, не растворяются, не всасываются, и это тоже очень хороший продукт. Вот смотрите, клетчатка, вообще у нее есть такое свойство, она собирает на себя, как пылесос, отработанные желчные кислоты, которые у нас образуются всегда. Вот мы с вами поели, это было очень-очень вкусно, но в результате всех биохимических реакций у нас всегда будут в результате всех процессов пищеварения отработанные желчные кислоты и отработанный холестерин. И вот эта вот клетчатка, она собирает как пылесос на себя все это вредное и выводит с утренним калом. Что будет, когда нет такой клетчатки? Обратное всасывание в кровь. Я поел и отравился, я поел и отравился. Люди это понимают? Нет, они же поели очень вкусно. Вот от такого батончика будет собирать все на себя, как пылесос. Еще, что такое пребиотик? Это продукты, которые воздействуют на хорошую работу нашего кишечника. У кого проблемы с кишечником, съел такой батончик, и все прошло. Здесь находится дигидрокверцетин самой высокой степени очистки, 96-98%. Очень дорогой продукт, который является у нас иммуномодулятором. Я съел батончик, но при этом я немножко простыл, и что у меня случилось? У меня кашель прошел. То есть это не просто протеиновый батончик, это батончик, который лечит. Что делает еще? У нас дигидрокверцетин повышает обмен веществ, свойства крови, микроциркуляция крови у нас увеличивается. Обезболивающее средство, иммуномодулятор и самое главное это антиоксидант. Что делают в нашем организме антиоксиданты? Они борются со свободными радикалами. Откуда у нас берутся свободные радикалы? Они у нас есть всегда в результате всех биохимических реакций организма. У нас же внутри как биохимическая лаборатория, поэтому свободных радикалов у нас будет всегда в громадном количестве. Так вот, вещества, которые находятся в дигидрокверцетине и арабиногалактане, они борются со свободными радикалами. Вот в чем прелесть. Итак, нет, не просто шоколадку мы сейчас вкусную получим, мы получим полезную еду, аналогов которой нет в мире. Батончик этот лечит. Дигидрокверцетин сильнее всех природных антиоксидантов, известных на сегодняшний момент. Это мировой прорыв. Итак, что есть в этих батончиках? Незаменимые аминокислоты. Здесь есть клетчатка, здесь есть стевия, здесь есть коллаген, здесь есть арабиногалактан и здесь есть дигидрокверцетин. Поэтому, когда мы едим такой батончик, мы лечимся. Десерт, который лечит. Где вы такое видели? Никогда. Поэтому этот батончик на сегодняшний день является самым уникальным из всех, которые известны в мире. Чудо-батончик.